Я даже не рассматривал другие варианты. То есть, естественно, я вернулся в свой родной театр. Я вырос в этом театре. У меня и мама, и папа в этом театре работали, и мама до сих пор работает. Поэтому у меня вопросов вообще никаких не было. Кто-то очень желал остаться в Москве, у меня такого желания совершенно не было. Исянмысыз кадры дуслар. В эфире ваше любимое кулинарное шоу «Секреты татарской кухни». И сегодня вместе с нами главный режиссер Татарского академического театра имени Галиаскара Камала, председатель Союза театральных деятелей Республики Татарстан Фарид Бекчентаев. Бекчентаев Фарид Равкатович, главный режиссер Татарского государственного академического театра имени Галиаскара Камала, заслуженный деятель искусств Республики Татарстан, лауреат государственной премии Республики Татарстан имени Габдуллы Тукая. Родился в Казани. Его родители – мастера камаловской сцены Равкат Бекчентаев и Наиля Гараева. Окончил актерское отделение Казанского театрального училища, а затем режиссерский факультет ГИТИСа, где учился на курсе Марии Кнебель и у профессора Голубовского. В театре Фарид Бекчентаев начинал как актер, а с 1989 года – режиссер Татарского академического театра. За 25 лет работы режиссером им поставлено более 40 спектаклей в разных театрах, многие из которых получили награды на различных международных конкурсах. Ассаляму алейкум. Ва алейкум ассалям. Здравствуйте. Спасибо, что нашли время и пришли к нам на кухню. Да, спасибо вам, что пригласили. Я, естественно, пришел с небольшим подарком. 7 ноября у нас, 7, 8, 10, 11 ноября у нас премьера. И вот на 8 ноября я принес вам пригласительный билет. Спасибо большое, Фарид, очень приятно. Бекзур Ахмед. А что за премьера будет? Как называется? Премьера по пьесе Галиаскара Камала «Банкрот». Банкрот. Банкрот. Да, так и называется, банкрот. Придем и посмотрим Аллах Берса. Ну, с каким рецептом пришли к нам? Что едят в театре нынче? Нет. В театре сейчас очень хорошо питаются, слава богу. Вот. Но я вспомнил просто свои студенческие годы. И там было популярно одно очень блюдо. Дело в том, что я учился в Москве в ГИТИСе, и на нашем курсе я был единственный татарин, единственный тот, кто мог что-то хотя бы... Ну, кому присылали продукты из Татарстана? Да, кому прислали продукты из Татарстана. Вот. Мы попали в достаточно такое непростое время, 85-е, 90-е годы, где-то кушать было нечего практически. Надо было что-то придумать, ну как-то так... Все потому что обращались ко мне, ну как ты, татарин, ничего не умеешь готовить? Я говорю, ну конечно, могу, умею. У нас была кухня такая общая в общежитии. И вот я им предложил блюдо. Имархала тахмач. Кстати, первый раз слышу. То есть как? лапша с яйцами получилась? Да, есть лапша с яичницей. Дело в том, что это я потом узнавал. Наши бабушки тоже достаточно тяжелые времена, когда мяса не было. Ну, что-что, курицы были у всех. Очень популярное было блюдо. Дома бабушки готовили, значит, тахмач. Ну, это, естественно, татарский тахмач. Так, ну, темы не готовили тахмач сами, резали, естественно, все это было все ручное? Да, и яиц было сколько угодно. Получалось очень вкусно. Ну, я уверен, что и у нас сегодня получится очень вкусно. Приступим. По вашей просьбе я уже поставил, кстати, вот кипятиться воду. Да, да. Теперь надо туда запустить вермишель. Но мы используем сегодня обычную вот такую вермишель. Только мы такую использовали там. Да. В те времена далекие. В те времена далекие. Сколько примерно? Ну, давай я сам сейчас попробую. Так. Посмотрим, ну, надо, наверное, чуть-чуть. Еще немножко, да? Чуть-чуть добавляю. Ну, в общем, надо сейчас подождать, чтобы это вот так. Кстати, вы заметили? Это самый легкий студенческий способ. Ломать это долго. Они потихонечку же спускаются. Да, потихонечку. Кстати, Фарид. Тает. Тают макароны у нас. Тают макароны. Вы заметили, какую посуду мы используем? Из термостойкого стекла, между прочим. Кстати, вот когда готовишь, очень интересно смотреть за едой. Пока макароны у нас отвариваются, чтобы не прилипли, можно сделать вот так. Надо нарезать лук. Лук. Мелко-мелко-мелко. Так. Фарид, ну вот перед тем, как попасть в ГИТИС, это вот идея чья была отправить сына учиться? Ваших вот родителей талантливых? И тоже сказали, наш сын пойдет по нашим стопам. Как тут получилось, что вы поехали учиться? Ну не, ну я закончил сначала уже актерское отделение. Нет, здесь, да, в Казани, ну здесь, да, но, а потом... А вот что именно, пусть продолжает, пусть держит марку там. Нет, или у самого желания потом возникло нет, уже? Желание у самого возникло потом. Я учился на курсе Марсея Хакимовича Салимжанова. Вот, он меня лично подготавливал, устраивал мне экзамен. Потом у меня был
очень тоже хороший учитель Дамир Сиразеев, режиссер, который сказал мне, что ты обязательно должен ехать поступать. То есть это уже целенаправленная такая подготовка была? Да. А много, кстати, татар училось в те времена в ГИТИСе вообще? Вот 80-е годы. Когда я учился, значит, только на курсе Фоменко был один татарин, и я. Ну а когда вернулись, вот как обстояло дела с работой? Ну, у меня других вариантов, я и даже не рассматривал другие варианты. То есть, естественно, я вернулся в свой родной театр, я вырос в этом театре, у меня и мама, и папа в этом театре работали, и мама до сих пор работает. Поэтому у меня вопросов вообще никаких не было. Кто-то очень желал остаться в Москве, у меня такого желания совершенно не было. Москва тогда испортилась, начала портиться, в Москве не хотелось не оставаться. А приглашения были из других городов? Или потом? Потом были, да, потом были. Но вы как преданный, настоящий татарин, преданный своему театру. Не, ну были как приглашения, не окончательно ехать туда на работу, а на постановку. Надо, Руслан, посолить в воду, Так. соль, так, ложку. Так, сколько на глаз? На глаз, на вкус. Сейчас Смотрите, а вот не Кастрюля было? большая. Кастрюля большая, да, но мне кажется, 2 ложки нормально будет. Да, половинки такие, да. Лучше не досолить, да? Лучше не досолить, лучше не доиграть, или чем переиграть, да, как актеры говорят. Абсолютно верно. Лучше не доиграть. Кстати, вот о вашей актерской деятельности, она на самом деле была же не такой большой. Вот не было желания остаться все-таки как актером, играть на сцене всегда? Нет, дело в том, что я поступил, значит, в 79-м году я поступил на актерское театральное училище, на курс Салимжанова. И где-то в конце первого курса Марсель Климович начал меня занимать в спектакле. Где-то на втором курсе меня взяли в вспомогательный состав театра Камала. Вот. И вот я практически 3 года я уже играл, потом еще год после окончания я играл. В общем, 4 года я солировал. Были какие-то любимые роли, вот, которые вспоминаете сейчас с теплотой? Не, ну вообще все это было полезно. И для дальнейшей профессии было полезно. Ну как же актерам самому, если не испытать, не понять, что это такое, достаточно сложно кого-то там убеждать, что ты правильно играешь или неправильно играешь. А как вы относитесь к режиссерам, которые одновременно и снимают, например, фильм или ставят спектакль, и одновременно в нем участвуют? Ну, уважительно, но я так не могу. Это сложно, как вы думаете? Я думаю, что это очень сложно. Не было желания попробовать все-таки вот какой-то, например, там, на следующий год принять участие, выйти на сцену, на театре Да Камала? были такие попытки одного режиссера. Я ужасно боюсь сцены, на самом деле. То, видимо, актер должен практиковаться ежедневно, тогда только у него появится, как мы его называем, эффект присутствия. У меня эффект присутствия, к сожалению, он уже исчез. Поэтому каждый выход на сцену, там буквально на 5 минут, если даже выйти что-то сказать, я дрожу, как осиновый лист, да, и всех спрашиваю, что мне говорить, скажи мне, Рустам, как умеешь, что сказать? Ну, в общем, проблемы есть. Но самое главное, нет проблем с режиссурой. Руслан, надо уже сковородку готовить. Так, обжаривать Сейчас будем. макароны будут готовы. Да, подсолнечным маслом. Подсолнечное масло. Сливочное масло было для нас дороговато, а вот подсолнечное мы как-то так Такое использовали ощущение, в что многих случаях. вы не только режиссер, но и кулинар. Так вот, разбираетесь в масле, как готовить. Да, ну нет. это Готовить вообще, ну вот хоть раз там в неделю или в месяц бывает, что Фарид Да, Бекчентаев проводит время на кухне? Не получается. Дальше яичницы у меня пока не получается. Не выходил? Раньше было, я любил, потому что у нас так случилось, мы жили в общежитии с колумбийцем. И китаянка еще там потом к нам прибавилась. Что они подруга готовят? его. Ну, в общем, да. Что едят колумбийцы интересные с люди. китайцами? Ну, я вообще случайно научился совершенно уникальный готовить рис. Расскажите нашим телезрителям. Сегодня времени нет. Ну так, в двух словах. Вот, как можно уникально приготовить рис? Ну, его окунают в масло кипящее, подсолнечное опять же, подсолнечное масло. И надо точно поймать момент, когда он станет прозрачным. Рис. Рисинки прозрачные. И вот тогда это все выливается, масло все выливается, и опускается рис в воду. Там очень много, значит, сколько воды от риса, там буквально вот, ну так, и ждешь, пока вода... Отдельное искусство Да, и кулинарии. каждая рисинка, ну это китайцы меня научили, и каждая рисинка, она действительно, это отдельная рисинка. То есть не прилипает, не без абсолютно, комочков? Абсолютно не прилипает. Ну, это в следующей программе попробуем. Фарид, кстати, а это не та вот китаянка, которая приезжала сюда на постановку спектакля «Принцесса Турандот»? Да, именно она. А как возникла идея пригласить ее? Ну, как-то вот сначала мы пригласили колумбийца, потом приехал француз, и потом как-то я вспомнил про
Ма Чин Хун. Она, то есть, тоже работала режиссером уже, да? Она мы учились, я же говорил. Нет, ну а вдруг она пошла, например, в другую Не, она степь? проживает в Колумбии. Вот, мы очень часто общаемся по скайпу, и я предложил ей. Вот. Но дело в том, что по пьесе действие происходит в Китае. Вот. Плюс еще один такой был положительный фактор, почему в свое время Карим Тинчурин сам же переводил эту пьесу. В 20-х годах она шла на нашей сцене. На татарском языке. На татарском языке. И когда встал вопрос, что же ей ставить, я вот рассказал эту историю, она сразу за нее зацепилась. Но говорит, я буду делать по-китайски. И действительно, весь спектакль получился такой весь китайский-прикитайский. И мы с этим спектаклем поехали в Пекин на фестиваль, нас пригласили. И как публика? И китайцы были очень удивлены. Они сказали, как вам удалось совместить и татарское, и китайское, и, значит, и итальянское, потому что пьеса итальянская. Ну, в общем, это получился очень интересный проект, мне кажется. Ну, не только вам кажется, это всей Казани понравилось, поверьте мне. Фарид, вот в 79 году вы поступали в театральный, вот конкурс большой был, расскажите. Да, в те года конкурс был большой. То есть каждый мечтал стать актером, да? Не знаю, каждый, не каждый, но много конкурс людей. был большой. Если сравнивать с тем, что происходит сейчас, то да, конечно, это было очень престижно. То есть сейчас, получается, процент намного уменьшился, да, вот за эти 30 лет? Да. Почему, как вы думаете? Потому что все хотят петь. То есть на эстрадный, получается, все? На эстрадный конкурс просто сумасшедший какой-то конкурс. Вот. Есть голос, нет голоса, они почему-то. Ну, чуть-чуть и у кого-то есть, он, мычит, и он сразу идет на эстрадный. Вот. И очень часто нам приходится перехватывать. К нам с эстрадного посылают к нам. И ребят, и девчонок посылают к нам. Ну, а таланты у молодежи вот сейчас, вот в 21 веке много? Много. Ее очень много. Ну, Она как очень любопытная. Как ее удержать, вот, Фарид, как режиссера спрашиваю, чтобы они после театра не уходили в другие структуры, там, не зарабатывали деньги, там, куда-то уезжали, а вот, потому что, мне кажется, театр это много денег не заработаешь. Да, надо просто усилить социально-бытовую базу, потому что, например, ладно, наш театр, он как-то в этом отношении более респектабельно выглядит на фоне остальных театров республиканских, я имею в виду и русский, и Бугульминский театр, и Челны, Нижнекамск, Альметьевск, Мензелинск. Театров, слава богу, много, но не все. К сожалению, молодежь туда приезжает, но они через год вынуждены быть, потому что у них нет элементарных бытовых условий. Я не говорю о зарплате, потому что, к счастью, для творческого человека, в общем-то, зарплата на втором плане. Не всегда на первом плане. Вот. Это одно из преимуществ. Но социально-бытовая, если платформы ее нет, то это беда. Дорогие будущие абитуриенты, мы ждем вас на театральном факультете. В 2014 году поступайте, и двери театра Камала через 6 лет будут для вас открыты. Хорошая реклама? Хорошая реклама. Фарид Бенчетаев пообещал. Нет, у нас замечательная ситуация действительно, потому что вот в этом году у нас почти вся молодежь въехала вот в новые квартиры. То есть государство предоставляет актерам квартиры? Ну, это долгая история. Нам была подарена земля, на этой земле построили дом, из этого дома нам выделили какой-то процент квартир. Но это долго длилось, это, наверное, еще Шамиль Зинович покойный очень все это хлопотал. И получилось. Вот сейчас вот буквально неделю назад, ну, они въезжают. Я каждый день спрашиваю, ты въехал, вот въезжает. Мне кажется, на премьере 8 ноября они будут с таким хорошим настроением. Они сейчас с очень хорошим настроением. Придем, посмотрим. Ну что ж, мне кажется, макароны надо, все, да, уже? Они готовы. Вспрыснуть? Нет. Дуршлаг. Мы будем не показывать же, наверное. Пропустить через дуршлаг. Да. Все. Пропустить через дуршлаг надо? Ну что, пропустим макароны через дуршлаг и будем смешивать их с луком. Да. Приготовление нашего блюда в самом разгаре. Мы готовим юмуркалы тыкмач. И помогает мне сегодня главный режиссер Татарского академического театра имени Галиаскара Камала Фарид Бекчентаев. Спасибо. Фарид, тыкмач у нас готов. Тыкмач готов. А лук мы ставим на огонь, я так понимаю, да? И все это смешиваем. И все мы сюда вываливаем. Так, давайте вы будете смешивать это все. Так, ну нет, нормально. Так. Опа. Ой, отлично. Так по-студенчески большая порция получается у нас. Ну сейчас вот хорошо бы закрыть чем-нибудь. Опять-таки вот такая прозрачная крышка из термостойкого стекла. Да, я уже перемешал, так что можно накрывать чуть-чуть. Так должно пропариться луком. Пропитаться луком. Скажите, пожалуйста, Фарид, вот у вас недавно прошла презентация нового спектакля «Мяхабят ФМ». Там принимала участие вся ваша молодежь театра. Да. Вот,
Кому такая идея пришла сделать такой молодежный спектакль? Ну, идея пришла совместно нам с Ильгизом Зайниевым. Ильгиз Зайниев, он драматург и режиссер. Вот. То есть мы предложили ему самостоятельно что-то поработать, не включая пока в планы. И вот он, значит, организовал всю молодежь, составил им какой-то текст, какая-то история. И вот они начали сначала репетировать на малой сцене, совершенно самостоятельно, ночами. То есть вы даже не смотрели, не заходили? Потом он нам показал первый акт. Мы посмотрели с нашим завфлитом первый акт и сказали, да, это может быть, включили уже в план, сделали приказ, и вот они репетировали где-то месяца 3. Премьера прошла буквально 5 октября. Ну, успех, по-моему, какой-то превзошел все наши ожидания. Браво, браво. Хочется сказать, особенно вашей молодежи, которая не боится идти на эксперименты и удивляет публику вот такими новыми молодежными спектаклями. Да, билетов нет уже, там на декабрь уже покупают билеты. Ну, действительно, какой-то неожиданный очень эффект произошел. Видимо, вместе с молодежью на сцене в зал пришел молодой зритель. Совершенно новой формации зрителя. Для нас это очень важно. Тем более, вы знаете, сколько молодой татарской молодежи учится, приезжает с разных деревень. В Казани, мне кажется, публика, она очень большая и приятно, когда вот есть куда ходить. Да. Ну что ж, пока макароны у нас обжаривают, я предлагаю Дозревают. попить настоящий татарский чай сетбелен с молоком. Итак, Фарид, предлагаю попить чай. Спасибо. Настоящий, вкусный, татарский. Так. Кстати, чай с молоком пьют только в мире две национальности. Это британцы и татары. Нет, еще тибетцы пьют чай с молоком. Не знаю, я такой нацию не знаю. Но они пьют с молоком яка. Фарид, вот вы не побоялись и пошли на эксперимент с постановкой вот молодежного спектакля, да? А вот когда вы пришли в театр, только начали свою режиссерскую вот карьеру, вам доверял вот тогда, например, Масель Хакимович, нет? Да. Вот уже какие-то спектакли ответственно вас назначал или помощниками только были? Он и назначал, и предлагал, и то, что я предлагал, он не отбрасывал. И также он доверял какие-то эксперименты, например, в свое время был очень популярный спектакль «Казан Жигитляры», «Казанские парни». Мы абсолютно так же репетировали, по ночам репетировали где-то. И за 10 дней мы сделали боевик. Нет, правда, боевик, потому что он очень долго шел в репертуаре, там была занята также вся молодежь театра. Это был очень популярный спектакль, очень долго держался. Ну а какие вот еще молодежные спектакли того времени приходят на вот сейчас, вспоминаете? Ну, я думаю, что вот «Казан Жигитляры», «Казанские парни», вот сейчас вот на ХПТФМ, вот это два действительно молодежных спектакля, где занято вот, молодежь целое поколение. Есть еще спектакль «Жанки Саккаи», где тоже занята была вот, выпуск 95-го года. Это вот уже сейчас вот такие популярные, уже со званиями актеры, и Искандер Харин, и Радик Вариев, и Минали, и Фаниз Зиганшин. Ну вот все вот это поколение актеров. У них есть свой спектакль «Жанки Саккаи». У того поколения был «Казан Жигитляры», у этих вот на ХПТФМ. Да. И все они делались как-то непринужденно. Непринужденно и самостоятельно, вне плана. Все делалось очень как легко. И самое главное, все получалось. Да. Так, откроем. Ну что, Опа. я думаю, все, пора уже, а то она сейчас... Так, что добавляем туда еще? Ну, надо поперчить чуть-чуть. Немножечко, да? Да, чуть-чуть поперчить. Так, у вас с вами учились китайцы, колумбийцы, они любят поострее. Да, Нормально? Так, ну и последний ингредиент остается у нас, это яйца. Это жемарка. Геморка. Так, доверяю вам. Не, Как мы человека, об край который- так, ну ладно. А, об край? А, не, ну давайте по-студенчески покажите. Опа. Так. То есть просто заливается Куда это яйца. Это можно вот сюда прям положить. Типа одно попробую я. Насколько простой секрет этого блюда? Так. Рассыпалось. Сколько яиц? Да можно все 6, Чем да? больше, тем Чем больше. Так. Ну что, уместилось, скажем. Ну что, все, надо сейчас посолить. Немножечко, да? Да. Ну, как режиссер, я все-таки доверяю это ответственное задание посолить вам. Ну я так руками, да? Ну да, так. Так, потому что же говорят, если, говорят, получился спектакль, режиссер молодец, не получился, актеры не отыграли. Наоборот, если получился, актеры хорошо сыграли, если не получился, режиссер... А я же хотел, наоборот, настроение вам поднять, видите?
Так, Ну, надо накрыть, чтобы оно как-то так поднялось, да? Ага. Все, говорим волшебное слово «Бисмиллах рахманир-рахим», мы ждем. Да. Сколько вот оно так должно? Минут 10? А будет понятно, папа. Как крышка поднимется, спектакль готов. Зимарка Агаргач сразу понятно. Все, ну подождем, посмотрим. Фарид, я предлагаю, пока готовится вот наше блюдо, осталось минут 10, немного порезать овощей, и потом мы как раз украсим вот все это. Да. Так будет красиво. Да, так, это будет это красиво. будет полным не спектаклем. по-студенчески, но красиво. Но мы украсим ведь не мясными деликатесами, обычными овощами. Сейчас осень на дворе. Ну да. Скажите, пожалуйста, вот театральный сезон 2013-2014, вот какие премьеры будут, остались какие-то вот спектакли? Потому что вот недавно, летом, да, «Каращик-мян» была последний показ. Да, к сожалению, пришлось его снять. Вот что ждет зрителя в этом году? Одну премьеру мы уже обозначили на ХПТФМ, которая была. Потом, значит, прошла тоже с большим успехом в малом зале для детей спектакль «Деревенский пес Акбай». Пьеса Туфан Минулина, тоже такая традиционная пьеса, она ставилась неоднократно. 7 ноября, вот буквально на днях, будет премьера «Банкрота» по пьесе Галяскара Камала. Также ожидается в сезоне по пьесе «Накы Самбета», значит, Худжана Средин. Хаджана Средин, это об этой пьесе давно уже мы говорим, все никак собраться не можем. Потом в декабре пройдет очень любопытный у нас как бы фестиваль такого лабораторного режима «Молодая режиссура». Вот, туда съедутся 4 режиссера из Питера, из Москвы, из Екатеринбурга, из Италии. Из Италии даже? Да, одна девушка из Италии будет. И они будут пробовать делать варианты на новую российскую, на материале новой российской пьесы. Ну, это на татарском языке это будет? Да, пьеса переводится. Но там будет пьеса ирландского автора, там будет пьеса эстонского автора, там будет пьеса казахского автора. То есть в течение 5 дней они будут с нашими молодыми актерами пробовать вот делать какие-то зарисовки. И 5 дней, то есть зритель будет ходить и Нет, смотреть это, да? 4 дня, 6 дней. Подготовка. 4 дня подготовка, 2 дня показ. Это когда ожидается? Это в декабре. Это в декабре, это тоже такой молодежный проект. Из этих 4-5 пьес мы выберем одну, которая нам покажется более или менее перспективно. Но я пока думаю, что, скорее всего, это будет ирландская пьеса. Она очень занятная, очень любопытная, она как раз о проблеме языка. Ну что ж, а у нас все готово, мы сейчас будем пробовать наше великолепное блюдо. Юмуркалы тыкмаш. На разогретой сковороде обжарили мелко нарезанный репчатый лук. Добавили предварительно отваренные макароны, поперчили. Немного поджарили на небольшом огне под крышкой. Затем аккуратно, чтобы не повредить желток, разбили яйца. Посолили, еще раз накрыли крышкой и готовили минут 5-7. Итак, наша пьеса-спектакль подходит к концу. Финальная сцена. Из сковородки мы все это красиво перенесли. Да. Ведь у нас все это по-театрально должно быть красиво все. Но если так по-натуральному все должно быть, по правде жизни, то, конечно, едят сковородки? сковородки. То есть примерно вот так. И на перегонки, потому что сразу вилок там 6, 7, 8. Но зрители, которые жили в общежитии хоть 1 месяц, они это должны знать, конечно. Ну да. И нет, причем все поверили, что это действительно по-настоящему татарское блюдо. Ну что ж, мне кажется, блюдо, приготовленное 2 татарами, оно уже автоматически татарское, я всегда так говорю. Попробовать. Ну, Попробуем. что когда в театре? Бисмиллах рахманир-рахим. Есть театральное слово? Как есть, перепробуем? бисмилля, башладок. Башладок. Так, вот макароны и чуть-чуть яичницы. Так. Оно еще горяченькое. Получилось. Браво. Получилось. Не, на самом деле. Очень вкусно, мне не хочется останавливаться. Нормально. Мне понравился ваш взгляд, Фарид. То есть вы до последнего не верили, да? Да. В этот спектакль? Ну я сколько лет назад делал-то? Ну, огромное спасибо, что пригласили на передачу. Мне было очень приятно познакомить вас с этим блюдом. Тех, кто не знал об этом блюде. И, конечно же, я жду вас всех в театре имени Галяскара Камала на наших премьерах. Ну а нам вдвойне было приятно видеть вас здесь, посмотреть вашу работу в качестве кулинарного режиссера. Фарид Бекзурахмет Сизге, Умышлар. Удачи вашему театру и только новых лучших премьер. Программа «Секреты татарской кухни». Мы любим вас, друзья. Пока-пока.